Урметті достар, яңы саатымыз енді девам etmekte ve aynı vakit ne айтмаға истередік, мұна ярынки байрамларға да біраз дихат айырмаға керек. Атта en мұйым байрам китап мұхлислеріне. Мен білесем, ол пек оларға келешечек, олар оны пек бегенежеклер. Енді вақыт ұзатмайық, мұсафірлерімізден таныш олайық ве бұл суалге жауапларымызны алайық. Evet sayılı dostlar, Evvel Said Hanımız kıbı yarın fevral 14 günü halkara kitap bağışlanıp günü kaydetili meraklı bir tarihi var şu bayramının ve elbette ki yarın bütün kitaphaneler men inanam bütün aytkanda ama bizim Milli Kırım Tatar Gasprinski adını taşıyan kitaphanemiz mutlaka şu bayramını kaydedecek meraklı bir aksiya hazırlanıldı. Tamam bu aksiya hakkında ve aslında şu bayram hakkında biz laf etmeye isterdik ki ve şu cümledeyim stüdyamızın musafirleri tamam bizim kitaphanemizin Gasprinski adına kitaphanemizin hadimleri demek sayılı dostlar Sevile Hanım Gafarova ve Alina Hanım Ablayeva bizim sohbetimizge buyurunuz. Сelamun алейкум. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Как началось ваше утро, как настроение? Настроение отличное. Началось утро с чашечки кофе. И потом мы рады были прийти к вам в студию. Мы рады были вас приветствовать. Алина Ханум, расскажите нам вот об истории праздника, возникновения, как я сказала телезрителям, очень интересная, да, там история, да. День дарения книги. Международный день дарения книг, ну, это праздник молодой. Есть разные праздники, религиозные, профессиональные, какие-то другие. А этот как бы вышел из народа. Его инициатором была одна простая американка, Эми Бродмур. Она основательница сайта детской книги в Америке. А почему она его как бы инициировала создание? Потому что ее сын задал ей вопрос. А почему нет такого дня, когда люди просто так дарят друг другу книги? И стала традиция в первую очередь дарить книги детям, но кроме детей и взрослые любят получать книги в подарок. Поэтому вот с 2012 года этот праздник празднуется и стал международным. По вашему мнению, почему он обрел такую популярность? Все-таки праздник молодой и уже далеко за пределами... Ну вот, наверное, потому что как бы простой человек был его инициатором создания. И, наверное, потому что все любят книги, и не только гаджеты современные радуют детей и взрослых, но и книги – это духовная пища. Севиля Ханым, объявление есть насчет уже этого дня, февраль 14. У вас на сайте, У вас на сайте. Хотелось бы поподробнее узнать День дарителя, дар души бескорыстный. Так, по-моему, называется девиз, да. мероприятие. Поподробнее. Уйду чуть-чуть в историю. Мы уже много лет практикуем это дело, этот праздник празднуем, потому что к нам в библиотеку постоянно приносят книги. И это бывают очень интересные, редкие книги. Люди приносят и говорят, вот у нас есть, примите, возьмите, вы сохраните, вы передадите. И мы с удовольствием, конечно, действительно это все берем, отмечаем, благодарим тех людей, которые приносят. И вот уже последние 2 года мы этот праздник отмечаем, будем говорить, на профессиональном уровне. Мы даем объявления, мы приглашаем своих друзей, мы работаем с издательствами. То есть целый день двери нашей библиотеки открыты. Конечно же, мы оформляем наш читальный зал, чтобы вошедшие туда понимали, куда они пришли. Потому что книга, как бы это банально ни звучало, это действительно лучший подарок. Потому что все, что есть сейчас в современном мире, в интернете, где в гаджетах, это все нашло начало в книге, на бумаге. Поэтому наша цель – получить как много больше книг для тех, кто приходит в нашу библиотеку и читает, у кого есть потребность именно познавать мир с помощью книг. И, конечно же, хочу сказать, что, может быть, это будет первый такой ваш шанс прийти в библиотеку и познакомиться с нами. Может быть, до этого кто-то и не был у нас, и не слышал о нас, может быть, слышал и никогда не приходил. Приходите, и мы надеемся, что вы станете нашими друзьями. Мы вас всегда ждем. Kapılarımız açık, poçt defaga buyurunuz. В объявлении сказано, что в рамках этого праздника также возможна встреча с авторами некоторых книг. Так ли это? Кто-то приглашен на праздник? Расскажите, пожалуйста. Мы приглашали, но вот если кто-то откликнется, двери для всех желающих открыты. Я созванивалась с издательствами, обещали к нам прийти и издатели, и авторы.
Некоторые преподаватели из Крымского федерального университета сказали, что сами придут и пригласят. Спросили, можно ли студентам приходить. Я сказала, двери открыты абсолютно для всех. Кто-то, может быть, свою книгу подарит, кто-то, может быть, подарит просто книгу, которая у него есть. Мы будем рады любой книге. Также мне задавали вопрос, можно ли художественную литературу дарить или обязательно какую-то там научную. Мы, как бы, еще раз повторюсь, что рады любой книге, потому что все найдет место в нашем фонде, и для наших читателей, я думаю, это все будет полезно и нужно. Если мы крымско-татарская библиотека, это не говорит о том, что у нас фонд только на одном крымско-татарском языке. Мы работаем для всех да. слоев населения, для всех национальностей, и мы найдем ключик каждому читателю. А как часто пополняются фонды вот за счет людей? Только либо по таким праздникам, либо ежедневно? Нет. Фонды пополняются, даже был период у нас такой в библиотеке, когда бюджетного финансирования не было, не было возможности нас финансировать, и мы пополнялись исключительно за счет подаренных книг. Вот. Это был 2014-2015 год. В 2016-2017 нам выделяли средства. Сейчас пока также не предполагается бюджетное финансирование, так что мы практикуем это давно. И люди активно, и простые, даже студенты, и преподаватели, и авторы книг. Также мы сотрудничаем с издательствами. Был период, когда мы разослали во все издательства Крыма, которые мы смогли найти, письма с просьбой, чтобы нам выделяли книги, если не крымско-татарской тематики, но по краеведению Крыма, история Крыма. И многие издательства откликались. Особенно хочется мне поблагодарить Нижняя Орианда издательство. Они очень всегда к нам по-дружески относятся и всегда приносят, дарят нам книги именно о Крыме. То есть то, что нужно в фондах нашей библиотеки. Так что мы ждем, я и их приглашала, и многих других. Надеемся, что они придут. Может быть, кто-то не в этот день, но сказали, может быть, после. Мы уже подарят. получили много книг, которые принесли заранее, потому что авторы сказали, мы не будем на территории Крыма, примите, пожалуйста. И один из них был журнал 1913 года, да? Да. То есть... Некоторые, в этот день не смогут, кто-то пришел заранее, заблаговременно, кто-то сказал, тогда мы, может быть, потом принесем. То есть это у нас практикуется постоянно. Это акция просто в этот день, она как бы вот таким образом, что могут именно в этот день подойти. Официально, объявленная. А так это практически каждый день. Это возможность встречи с друзьями, встречи с писателями. И очень радует, что это праздник еще связан с детьми, потому что мы тоже работаем с детьми. Со школой. И вы знаете, очень радует, что в летние периоды, и сейчас очень много приходят людей, именно спрашивают и на крымско-татарском, и на русском художественную литературу. То есть родители приходят, для своих детей просят. Иногда приходят сами дети. То есть это тоже очень радует, что все-таки читаем, учим, и библиотека в этом помогает. То есть читать снова в моде, да? Это всегда в моде. Да. Нет. Читать модно. Да, всегда. Хорошо, может быть, немножко ошибся. Но все равно это люди читают, поверьте. Да, я видел эту тенденцию, да, я сам... Почему я говорю, что в моде? Потому что я, например, лично такой человек, который увидел, что кто-то это читает. Значит, мне тоже надо это прочитать. То есть, скорее всего, это у меня связано с тем, что сейчас модно прочитать, например, такое-то произведение. Нет, его я не буду читать. Но еще есть такая акция буккроссинг, да? Круглый год у нас есть книги. Вы можете прийти, взять, у нас есть стенд, книжку, которую мы стараемся туда подобрать литературу. Эту книгу вы можете оставить у себя на работе, где-нибудь в парке на скамейке. То есть эту тенденцию мы тоже поддерживаем. Буккроссинг у нас тоже актуален. Вот Так это что интересно. мы стараемся пропагандировать литературу при первой же возможности, как можем. Поэтому мы всегда работаем для вас. Завтра с 10:30 утра до 18:00 праздник. Это замечательная акция. Мы, конечно же, приглашаем наших телезрителей. Что бы вы хотели пожелать им в преддверии этого праздника? Возможно, пригласить их поучаствовать, конечно. Да, мы хотим пожелать, чтобы все желающие приходили к нам, активно участвовали в этой акции. Мы рады всем, двери для всех открыты целый день в нашей библиотеке. Приходите, мы вас ждем, мы всегда вам рады.
даже если вам нечего нам подарить, вы приходите, Да. мы всегда рады вас видеть. В гости. Почитаем вместе. Да. Почитаем вместе. Çok sağ olunuz Sağ келгеніңіз үшін. Қайырлы күндер. Sağ olun. Sağ olunuz. Құрметті достар, біз есе yayınımızны devam etemiz ve nefbetteki kısmımızға da endi yavaştan öyle ынтылмаға керек. Güzellik sırlarını beraber açamыз, sayгылы достар. Millet телеканалында мақсыз сізлер үшін қачырмаңыз.